Шулай. Просто это забыл запись останавливать. Так, TikTok Абаркиши, этот, Ахмат. Мында 18 киши утра. Аузына. Так. Мында это, на всякое, что-то вирусlar кубайга надо, вируслар надо этот. Садомазохисты какие-то понавылазили. Я считаю, развал России неизбежен, это необратимый процесс. Иншаллах, не то, что развал России, именно без акцентироваться и терять без Башкортостана, Татарстанга. То, что там будет что происходить, без шебестугать. Без узебезны Башкортостана, Татарстан, Жилярен, Хаммис, Гайкан, Кебек, постоянно напоминаю, Перем, Коми, Ненеция, это все будет до новой земли, все это наши земли будут. Вы об этом не забывайте, это реально наши, как говорится, будущие, как говорится, новые земли, так скажем. Без шуна мы должны реализовать, принципиально реализовать. Это принцип, оларна, как говорится, игре, как говорится, бункай торга. Хорошо, манды, шулмаске. Шулай, так. Селение крепости. В Башкирии устанавливается редкая ситуация, которую можно назвать не миром, не войной. Вот население пользовалось внезапно свалившись на их свободы, игнорируя призыв губернатора привозить ясак, а власти были вынуждены мириться в полной утраты контроля над краем. Однако в некоторых уголках Башкирии по-прежнему сохранились локальные очаги вооруженного сопротивления. На сибирской дороге таковыми были Айлинская и Карактабынская волости, где Уракай с товарищи в тамошних местах чинит воровство. На Ногайской дороге центр протяжения антиправительственных сил была Бурзянская волость, вотчина Алдар-Батыра. Казанский губернатор Апраксин прекрасно понимая, что только личная присяга последнего на верность царю может привести к окончательному умиротворению, Башкирия призвал Замин Батыра лично приехать к нему в Казань. Однако Алдар-Батыр, зная, сколь могущества и коварна казанская партия, отверг приглашение, сказав, что ныне ему, Алдару, в Казань приехать невозможно от злых воров, от Микиты, от Сидора, от Льва. Далее Алдар припомнил, что он по соглашению с Хованским отдал последнему русским пленников, а боярин в тех словах не устоял, их поляников, полонянников не отдал, в том числе брата Алдара, который был взят в аманаты. Мало того, господин Хованский прислал Ивана Бахметьева для разорения. Таким образом, он ставил в вину Хованскому вероломный набег отряда Бахметьева и калмыков Чакдорч-Жаба летом 1708 года. АКПМ Апраксину отказывался ехать, потому что в Казани находятся злые воры, Кудрявцев и братья Аристовы. Алдар завершил свое письмо словами, что пока последние не понесут наказание, и он государству не слуга. И он государю не слуга. Начался период вынужденного бездействия Алдара по причине резкого сужения социальной базы восстания. Башкирские общинники, как и большинство обычных обыватели привыкли руководствоваться ближними целями. Результаты их борьбы в течение 1704-1708 года были налицо, поэтому, устав от войны, они предпочли пользоваться плодами своих побед и более не ввязываться в авантюрные предприятия Алдар-Батыра. Она курдыгес, она шунды хальна, я сама скакера, как раз я вот это вспомнил, и об этом как раз речь идет. Без я туктарга ярамы, понимаете, она без сказано, она бошла дыхен, она без бошла, без я наоборот кушала кирек, без наоборот туктат маска кирек, без пока была одна полностью дункай терминус, урус мажала, бетонус, кучерам из Башкортостана, Татарстана, без я туктарга ярамы. Вообще руки нельзя опускать, понимаете, без я наоборот жирга, кубрак, было гатижбы без. Ни в коем случае без я утарпалга ярамы. Она шуна без он маска тижбез. Это Башкортта хам татарда. И особенно меня это поям еще татарларга, Башкортостанда, татарларга и тасынкиле. Башкортостанда, башкортлар күтәрелгәндә, татарлар Мына мен сезгә татар телендә сөйлим. Утырып калмагыз. Утырып калмагыз. Бу оят, бу килешми. Ир кешегә бу килешми. Чөнки син дә шул дәүләт кешесесең. Син дә шундан чыккансың. Син дә шунда туылгансың. Ничек анда килеп калганын мен сезгә үз әйтәм инде. Винегрет ничек шунда барып калган инде. Менә мине дә предкаларым ничек барып калган шунда. Кайдан килеп чыккан анда. Татар. Эт белсен. Короче говоря, шунарга нәрсә булса да, значит шундан килеп чыккансың икән. Син шундагы кешесең. Значит, ул сине җирең. Кинде каның синдә түгелгән. Синең шунда түгелгән икән. Син значит шул җир өчен син көрәшергә тиешсең. Татар үзенең җиренә көрәшергә тиеш. Син там Башкортстан белән Татарстан эчендә яшәсәң. Башкортстан, Татарстан эчендәге җирләргә көрәшергә тиешсең. А если читтән килгән башка татарларга, алар если где-то там в регионах, где-то в других местах живут, да, ведь, допустим, Пермь, Пермь, да, рядом, имеется в виду Пенза татарлары бар, еще кайдадыр, потом Сибирь içinde, Сибирьдәге башкортлар бар, татарлар бар, вы тоже так же, Менә шунда сездә бит инде җыелган авылларыгыз бар бит инде, шул авылларыгыз өчен көрәшәсез. Безгә кушылып көрәшергә тиешсез, понимаете? Пока без Мәскәүне дун кайтармыйбыз, без туктарга тиеш түгелбез. Примерно шулай булырга тиеш. Мы да одно единое булырга тиешбез. Одно единая цепочка, которая идет бер күтәрелгәндә бөтенебез күтәрелеп, полностью, как говорится, егытырга тиешбез Мәскәүне, полностью. Я еще про Кавказ, про это не говорю. Именно безнең халыкларга бу касается, которые читтә яшиләр, Башкортстаннан, Татарстанга не касались и не рождались там. Не сезгә шуларны әйтәм мен сезгә. Менә мин дә бит Үзбәкстанда туылып килгәнмен, но Үзбәкстаннан күчеп Башкортстан кешесенә әйләндем бит инде мин. 98-дән бирле Башкортстан кешесемен мин. Шунарга я не могу быть из другого места. Поэтому это моя земля. Особенно, как говорится, мен Уфа кырыннан, притом, добавок. Еще там где-то я услышал насчет поменять столицу, там какие-то еще новости, какие-то, что там проваливается Уфа, машины ушли под землю и так далее. Я вам предлагал в своих эфирах постоянно, если помните, тактику такую. Короче, 3 года президент презентует свою менеджерскую работу. 3 года. Без этих бит. 3 елга президент куйла дедик. Парламента без куябыз, президентларны халык куя, ну это все парламент. И вот 3 года, когда будет президентская отсидка, я предлагал, в то время еще предлагал, как раз таки можно эту работу добавить сюда, да, но там как-то озвучивалось по-другому, что-то кто там пишет, что куда-то надо. Я предлагал так. Допустим, 3 ел Уфада утырла, президент, а потом Стәртомовта, а потом Баймакта, а потом кайдан там үсте кайдадыр, Мишкинский районнарда. Короче, мына шулай. Будем играть такой, ну типа камень, ножницы, бумаги, короче, да, что такое будем играть и дергать, как говорится, за ниточку, и бах, допустим,
допустим, икемен утызынчы жылы, допустим, Уфа болмай столица, а Баймак была. Прикиньте, 3 жыл Баймак столица была, и полностью Баймак құрыла, короче. Құрып ташлыйбыз Баймакны, шәһәргә ясыйбыз аны. А потом 3 жылдан соң башка җир була, допустим, Ушалы. Ушалыны корабыз 3 жыл. И потом срок была, понимаете, ул задача была, ушул президентның задачасы была, шунда корып өлгерергә тиз генә. Менә монда мин сезгә күрсәтәм, ничек зданиеларны коралар. 2 айда, 3 айда, менә 2 ай уже, 3нче ай китте. Яңа елдан соң башладылар. Яңа елга да башладылар. Менә да 2 здание уже корылды, 3-4 этажлы үй корыла уже. Берсе вроде бы әллә нәрсә корыла. Икенчесе нәрсәкәй. А минем монда кырдагы нәрсәкәй автомология корыла икән. Корылды бит бит инде 3-4 этажы тоже. Аны инде с прошлого года коралар где-то летом, с лета начали, примерно вот так скажем, оттуда. Что-то долго придется это делать. Но суть в чем? Короче, каждый год мы можем менять, короче, свою столицу, и это же прикольно, короче, вот так сидишь, думаешь, Монтагна ведь рядом, Уфадагна Миндем, да, Уфада, и огишь, фигушки, Баймак-Кабара, который тебя потом, столица Баймак-Кабара, прикиньте, Казахстан, да? Вот нашла я Сарайгра, понимаете, вот в чем прикол. А не так просто так менять его, просто вот захотели менять. Нет, принципиально менять, чтобы там создавать город, понимаете? Олардан Баймак ведь бәләкәй җир бит, по идее. Оны шәһәр ясап ташлыйбыз. Шәптә инде. Кеше күбәя, шәһәргә кеше күчә. Понимаете, mana шулай, короче. Это, как говорится, менеджмент, финансы, как говорится, не будут петь романсы. Так, идем дальше. Так, окей. В авантюру предприятия Алдар-Батыра никто не хотел ввязываться почему-то. Некоторые из башкир даже были не прочь откликнуться на призыв властей схватить мятежного Батыра и говорили Апраксину, что навара Алдарка, собрався ехать, готовы. Было ясно, что при Урале восстание поднять не удастся. Совсем иная ситуация сложилась на Урале, где градус недовольства башкир поддерживался негативным для них последствием русской колонизации, усилившейся в конце 17-го, начале 18 века. На Крутыгес даже шел вахта Балганар Шунды Сотканлар, понимаете? Этот процесс. И поэтому, когда вот этот кортизон, этот что там выеживался в этом, в телеграме, вот этом кортизоне я что хочу сказать. Вообще, всем узким я говорю. Поймите одну вещь. Вот я вам 1000 раз уже об этом говорил, что есть манкурты и есть мы. Вот мы. Мы никогда, иншаллах, мы никогда, как говорится, альхамдулилля, не будем, как говорится, в заднюю рубать. Поймите одну вещь, что мы, башкортлар, татарлар, да, мин, узбек, башкорт, татар, мин, ишхан, мы никак не можем, мин, ишханнан резко урысками әйләнеп калалмыйм. И мин, он әйләндергә да уйлямыйм, во-первых. И поэтому ваша ошибка из нас делать, как говорится, вот этих людей подобие вас. Придурков, так скажем, это не произойдет. Это не произойдет. У нас это в генах, понимаете, нас вы не можете сменить. А вот те, которые, вот как и здесь говорится, которые пытаются Алдар-Батыра поймать, или что-то в этом роде, манкурты, которые вот Хабирова, Минниханова, Кадырова, чеченские Кадыровы, все, они уже не наши, не наши. Вы определитесь этим уже. Наши есть, не наши есть. Мы их не признаем нашими. Поймите, это уже ваши, это ваши, рабы ваши. Мы-то не рабы. Это вы осознайте раз и навсегда. И поэтому, когда вы общаетесь с нами, общайтесь достойно, а не чмурьем, блин. Будьте. Земельный конфликт в Заурале имел давние корни. Как утверждали русские старожилы, после царя Кучума и взятия Сибири и Стари, теми землями владели тобольские, тюменские служилые и ясачные татары для промыслов. А башкирцы жили из Стари за горами в Уфимском уезде. И лишь во время башкирского восстания 1662-1664 года, когда они башкирцы великим государем изменили, не хотя Ясаку платить на Уфе, они якобы от того воровства бежали в Уфимской, прикиньте, не Уфимской, а в Уфинской. Фин. Почему Уфинской? Фин. Почему, как говорили, так, я не пойму. Стороны Каменью на сибирскую сторону. И живучи на тех землях их башкирцев умножилась. Однако рассказанная история была далеко от истины. Дело в том, что во время завоевания Сибири башкиры кланов Табын, сын Рянь, Бикатин, Мекитин, частично Айле были в числе наиболее преданных приверженцев сибирского хана Кучума, сына Муртазы. Башкирские кланы Катай, Салжиут, Терсяк, Шуран и другие, напротив, были противниками царя Кучума. Однако ни первые, ни вторые, в силу административно-политической неразберихи, царевнейших в Заурале в первой половине 17 века не получили грамоты, отражающих их вотчинные права на землю. Ситуация осложнялась также тем, что в 1635 по указу царя Михаила Федоровича башкиры Балакатайской, Салжиутской, Каратабынской, Кушчинской и Айлинской властей ввиду нашествия калмыков, айратов были временно переселены по всю сторону Урала. Значительная часть членов этих кланов затем вернулась обратно в Зауралье. Поэтому у русских старожилов, обосновавшихся в Сибири, не ранее начала 17 века возникло ошибочное мнение относительно времени поселения там башкир. В итоге, короче, от этого слова я понимаю одну вещь только. Не могу вкурить, конечно, о чем говорится, но понял, что во всей земле вот этих, принадлежащих вот этим, что перечислили там, Айлинские волости, туды-сюды, когда был на Айлинские волости, не могу понять, хотя бы написали бы Хазарга, Сюздар, на имя. Короче, бүтін жерде башқұртлар болған. Просто ондан мында көшіп жүргендер бүтін жерде. Короче говоря, ол біздің жерлеріміз. Шуңа когда вы говорите, что Шиләбі, Екатеринбург біздің жер түгел, олар біздің жерлеріміз. Біздің жерлеріміз, бүтінісін біз тартып аламыз, Алла берсе. Бүтін жерлерін тартып алырға, Перемні Виш алырға, Перем, Коми, Ненеция, Виш бүтінісін алып, успокоиться. Вот только таким образом мы, получается, истребим этот узкий мир. Полностью. Все забрать, все забрать. Нечего там говорить о том, что Челябинск нам не нужен, туда-сюда, все забрать, все. Ушала крана мясно, вот этот промежуток, какой-то хиш промежуток, он алырға Виш. Короче, бүтін жерін алып, как говорится, нәрсекей, үзбізге башқұртларны жері полный рост, как говорится, приватизировать от узкого мира, чтобы они не понимали, как бы, что не думали, что мы этот, так скажем, только претендуем на свои вот Хазар, Курьян, Башкортостанга. Такого не будет. Такого не будет. Так, Юзель Толский шутера. Так, окей, сейчас.